Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ молодой исполнитель Никита Васильев. Никит, привет! Привет, Яна. Естественно, первый вопрос, я думаю, ты к этому уже привык, это о твоем участии в «Голосе». Каково это было и какие сейчас ощущения, ты что вот покинул проект так быстро все-таки? Пока не привык. Не привык к этим вопросам. Я еще мысленно там, в проекте, потому что я волей-неволей появляюсь там, прихожу болеть за своих друзей, с кем уже успел познакомиться, сдружиться. Вот, и я мысленно еще там, на проекте. Вот, это такая какая-то безумная история в моей жизни, и я рад, что это случилось, я долго к этому шел. Вообще, когда я только начинал петь, я почему-то вот себе представлял, что именно когда-нибудь я поучаствую в подобном проекте. Вот, и это свершилось. Ну, давай с самого начала. Это не твоя первая попытка попасть на «Голос», то есть мы прекрасно помним, что во втором сезоне ты остановился буквально у дверей, потому что все наставники уже набрали свои команды. И ты тогда сказал, что все, что не делается, все к лучшему. Вот сейчас все еще так думаешь? Я по-прежнему, да, думаю, что все, что не происходит в нашей жизни, все это к лучшему, потому что если я сегодня выбыл из проекта, это не значит, что мне в чем-то не повезло. Может быть, наоборот, даже лучше, что я раньше выбыл. Вот. Почему? Я не знаю, я просто верю в это, в то, что ну, это мой путь. Как я его прохожу, значит, так должно быть. Если я выбыл на этом этапе, значит, мне достаточно было вот этих эфиров. Некоторые проходят и дальше, да, но не успевают запомниться. Я считаю, что у меня было 2 хороших эфира, запоминающихся. Вот. И, в принципе, участие в «Голосе» не подразумевает собой победу. Там никто не стремится победить. Все приходят туда для того, чтобы показать себя и спеть именно песни в том жанре, в котором они хотят, чтобы публика их запомнила. Вот, я это успел сделать, поэтому я счастлив, что я там побывал, и неважно, докуда я дошел. Вот ты говоришь, что важно, что ты успел запомниться. И я прекрасно помню твое первое выступление на «Голосе», на слепых прослушиваниях, и в том, чтобы запомниться, тебе Пелагея невольно помогла. Мы помним, это ее сумасшедший выход и все такое. Да? Вот, тогда какие эмоции были, когда стоят 2 наставника, и ты должен сделать выбор? Очень непонятно. Я болел в тот момент, ну, сильно простыл. У меня вообще, в принципе, в голове какая-то каша была, какой-то кавардак непонятный. А тут еще ко мне поворачивается, еще Пелагея начинает выплясывать, зажигать со мной. И я не понимал, что происходит со мной на тот момент. И просто доверился внутренним ощущениям и пошел к ней в команду. Но ты говорил, что ты хотел к Леониду Агутину. Да, я еще с прошлого года мечтал попасть к Леониду в команду, потому что он в музыкальном плане более близкий мне. И я думаю, что мы нашли бы много точек соприкосновения в музыкальном плане, и могло что-то интересное получиться. Но я скажу так, что Пелагея очень современная, она разноплановая, вопреки всем мнениям, что она вот такая народница и все, вот только вот в этом понимает, остальное все от нее далеко. На самом деле нет, она современная девушка. На экране она абсолютно не наигранная, как многие пишут там в соцсетях разные неприятные вещи. Она в жизни абсолютно такой же человек, открытый, добрый, веселый. И она с нами просто как со своими родными людьми общалась. И до сих пор общается, кстати. После выбывания с проекта абсолютно не меняется отношение к нам. Точно так же рада всегда нас видеть, обнимает, бежит там: «Никитос, привет». Ну, то есть, вот судя по тому, как ты сейчас о ней рассказываешь, ты ни капли не жалеешь, что выбрал ее? Абсолютно не жалею. После проекта, даже во время проекта, в Инстаграме у тебя появился такой определенный хэштег «Гречка» и «Гастроли гречки». Да, такой, мы все помним, да, историю про гречку. Вот почему так? Откуда? Это вот как-то уже свое родное? После этой истории с гречкой, то, что было на слепых прослушиваниях, я просто поддержал беседу, можно сказать. Они сами развили все это. Вот, Пелагея кричала: «Гречка, чувак!» Вот, и вся эта тема, конечно, подхватилась активно в соцсетях. Мне стали писать, присылать разные картинки. Там на столе развалена гречка, на весь стол написано «Никита Васильев». Там, много всего связанного с гречкой. И стали поступать предложения: почему бы тебе не назваться Никита Гречка Васильев? Вот, поэтому я решил просто поддержать эту тему и, можно сказать, в шутку развиваем ее.
Ну, соцсети это такая один из пунктов работы, мне кажется, да, людей в шоу-бизнесе. Каково это? Вот сейчас, наверное, очень много сообщений от тех, кому нравится твое творчество, там, да, хотят, может, познакомиться, встретиться. Очень много таких людей, да? Да, на самом деле очень много, и много неотвеченных писем до сих пор. Я прошу прощения, если кто-то обижается, но это правда нереально все прочитать и тем более ответить. Вот. Я думал, что со временем как бы сбавится весь этот наплыв сообщений, и я успею отлистать назад и ну, всем ответить, поблагодарить за вот, теплые слова, но не успеваю никак. Сообщений все больше, больше и больше, поэтому вот как-то вот так. Ну, то есть с твоим уходом с проекта как-то интерес от поклонников, он никак не идет на... Нет, может быть, и пошел на спад интерес как к участнику проекта, но уже есть те люди, которые меня как бы запомнили, оценили и следят за моим творчеством, за рамками проекта. Вот, они мне пишут постоянно, поддерживают, спрашивают, когда выйдут клипы, когда будут новые песни, выступления, приезжайте к нам в город, пожалуйста, мы вас так ждем. Вот, и это очень приятно, что на проекте не заканчивается вся эта история, а только набирает обороты, ну, как бы с новой стороны уже. Но ты говоришь, что на этом ничего не заканчивается, и ты головой все еще там, все еще в проекте. И на днях мы видели тебя в одном из последних эфиров, да, ты приходил болеть за Настю Гловацких. Да. А сейчас это твой фаворит или просто потому, что подруга, и ты за нее болеешь? Она моя подруга хорошая. Мы с прошлого сезона вместе как-то вот, ну, переживали. Она тоже осталась с прошлого сезона на третий сезон. Вот, поэтому мы знакомы еще с прошлого года. И она за меня очень сильно болела, и я за нее. Мы договаривались вообще до финала как бы вместе дойти. Но вот так получилось, и я теперь от всей души болею за Настю. Не только потому, что она моя подруга, она профессионал очень хороший, она безумно талантливая девушка. Пока она не раскрыла себя на все 100%, я думаю, Пелагея это понимает и дает ей вот, новые возможности показать все грани своего таланта. Вот. И поэтому Настя мой фаворит. Есть и другие фавориты. Друзья, с которыми я как бы меньше общаюсь, но талантливые тоже люди. Саша Бон, Андрей Гризли. Много ребят талантливых. Вообще весь этот проект, третий сезон, безумно талантливые ребята, которые уже себя давно проявили в музыке, многих уже знают, многие выступали с российскими звездами, многие выступали с мировыми даже звездами, поэтому это такое вот скопище людей безумно талантливых. Концентрация таланта в этом месте. Да. Поэтому мне даже сложно болеть за кого-то определенного, но потому что все талантливы. Те, кто выбыли, те, кто остались. Я не понимаю, как это вообще происходит, вот этот отбор. Это очень сложно, я не завидую наставникам, на самом деле. А ты говоришь о том, что тем, что ты выбыл, твое участие и твоя карьера, она, естественно, не заканчивается, конечно. И ты уже успел выступить в нескольких городах, вместе в том числе и с Анастасией Гловацких. Да. Как зовут и как встречают? Приглашают, я сейчас сотрудничаю с человеком, который занимается моими выступлениями, агент, можно сказать. Вот. К ней поступают предложения, она либо договаривается, либо принимает, либо не принимает. Вот. И, в общем, так происходит приглашение по городам. Вот. Так совпало, что мы с Настей попали в один город. А где были такие выступления? Перед кем, может, там какая аудитория и как встречают? Встречают очень хорошо. Я и до этого как бы ездил, выступал. Не так, конечно, но были выступления, и есть огромная разница. Очень приятно, когда тебя ждут и уже знают, что конкретно приезжает участник «Голоса», знают то, что ты пел. То есть от тебя уже ждут чего-то конкретного. И это очень приятно, очень тепло встречают. Вот. Выступления были... Одно выступление было в Ярославле, это открытие замечательного бара. Очень интересная обстановка там была, и людей набилось просто аншлаг-переаншлаг. Вот. Это было очень приятно, запомнилось это выступление. Люди ждали прям. Красноярск был. В Красноярске было много земляков. Вот. Там был юбилей одного человека. Как я узнал, очень хороший человек, который многим помогал и помогает, такой вот благотворитель, можно сказать.
Вот. Поэтому тоже было очень приятно там находиться, тем более в кругу земляков. Есть очень много всяких разных мифов, таких, да, таких историй касаемо голоса. Может, вот какие главные, может быть, истории тебе пришлось разрушить? Стереотипы какие-то, может, что неправда? Неправда то, что там все за деньги. Вот, очень много сообщений поступает. Ну скажи честно, там, есть ли вот доля коммерции, там, надо ли заплатить деньги, чтобы попасть в это шоу? Нет, друзья, не надо. Это все происходит исключительно по вашему таланту. Просто надо правильно себя открыть и показать там. Вот и все. Ну, это главное, мне Это кажется, да. главный миф. Остальные, ну, даже не знаю. Еще мифы о том, что думают, что мы там живем как-то все вместе, что нас расселяют в какой-то гостинице, мы там живем все вместе, общаемся. На самом деле это не так, каждый отвечает сам за себя. Вот, и просто на съемках мы все пересекаемся, на репетициях, на съемках. Мы видим то, что происходит на эфирах. Мы видим сами концерты, некоторые профайлы и так далее, но мы не видим закулисья. Вот оно всегда интересно, и всегда там интересно посмотреть, как это все происходит, подготовка, концерт. Вот как это? Ну, я не знаю, интересно это или не очень интересно, это больше такая нервная какая-то работа, потому что все волнуются, Первый канал, рейтинговое шоу, все переживают, в том числе наставники. Это все бывает конкретно по делу, вот так. А уже само шоу, оно бывает яркое, красочное. Ну, когда уже, в принципе, материал готов, переживать не за что. Вот. А доля страха перед каждым выступлением? Конечно, есть. Не страх, а переживание. Переживание за то, чтобы показать. Ну, я думаю, каждый, кто участвует в этом проекте, это люди, которые долго к этому шли. Некоторые могут это отрицать и говорить, что да нет, это просто вот этап в моей жизни. На самом деле все нервничают, все переживают очень сильно. И поэтому каждое выступление, вот, оно достаточно нервно проходит, ну, подготовка к этому выступлению. Вот. Но самое волнительное выступление — это все равно слепые прослушивания, потому что это такой первый шаг, и вот этот барьер, то, что люди сидят к тебе спиной, наставники, и ты думаешь, либо сейчас ты провал полный, либо ты, ну, повернулись к тебе и тебя запомнили вот так. А ждал, что повернуться? Я ждал, честно говоря. Я шел туда с мыслью, что должны повернуться, потому что если идти туда и думать, да нет, ну что я вообще здесь участвую, то, мне кажется, это все будет слышно и читаемо все это будет, никто не повернется. Надо именно верить в то, что ты делаешь. Ну, тогда сделаешь хорошо. Ну да. Что касается работы с наставником, вот Пелагея часто ругала, может, или она просто мягко наставляла? Нет, Пелагея очень строгий наставник, несмотря на то, что она жизнерадостная и, ну, дружелюбная со всеми нами. Но что касаемо работы, она, конечно, очень строгий такой, но по делу. Вот такой вопрос. 3 главных, наверное, отличия Никиты Васильева до участия в «Голосе» и после участия. Вот что в жизни поменялось и внутри? 3 главных отличия. Ну, первое, наверное, это узнаваемость. Вот. Второе, я себе ставлю новые какие-то планки, горизонты, ну, которые я раньше себе не представлял. Сейчас я понимаю, что можно идти дальше. То есть все это доступно, и просто надо трудиться и заниматься. Вот. А третье отличие, я понял, как я на самом деле скучаю по остинским пирогам. Там, в Москве. Здесь-то это все доступно, и можно в любой день сесть и покушать с друзьями, а там по-настоящему понимаешь, как скучаешь по родине. Вот. Но ты говорила о том, что уже решил остаться в Москве и, наверное, карьеру свою продолжишь там. Решение железное и обжалованию не подлежит, так? Не, ну надо пробовать. У меня есть сейчас шанс, предложение поступает, поэтому, ну, и ценники взлетели. Вот. Немаловажно. Да, поэтому, естественно, касаемо работы, мне хочется находиться в Москве. Это все легче выполняемо, ну, летать по каким-то городам на приглашение, нежели находиться в Осетии. И работать, в принципе, развиваться в творчестве, там немного удобнее. Вот, но душой я все время здесь все равно. Вот, мои родители, мои близкие друзья, все мои близкие люди здесь.
Поэтому я отсюда не уезжаю насовсем. Просто я там буду работать, а сюда приезжать отдыхать. Ну, сейчас, естественно, сразу после участия в «Голосе», пока все еще горяченькое, надо организовать сольник. И он будет совсем скоро, буквально через месяц. Что нас ждет? Какие вы осведомленные. Еще даже афиш нет. Наша работа. Да, я собираюсь сделать сольный концерт. Действительно, пока все это горячо, пока вот люди хотят пойти на концерт, многие мне пишут об этом, что давай скорее, мы тебя видим там, ты ездишь по каким-то городам, когда же уже в Осетии. Вот, почему я не сделал сразу в Осетии? Я хочу здесь дать по-настоящему хороший, качественный концерт. И мы готовим программу с ребятами-музыкантами из Москвы. Вот, это будет хороший такой качественный материал, будут и свои работы, будут и кавер-версии, в том числе те песни, которые мы слышали на проекте Sunny, Freedom. Вот, может быть, что-то еще из того, что было на проекте, но не в моем исполнении. Вот, ну, в общем, хочу сделать качественный сольный концерт. До этого было много возможностей и много предложений сделать его до проекта еще. Но я не решался это сделать не потому, что я сомневался в себе, а потому что я понимал, что еще не тот самый момент, когда вот надо сделать именно концерт, и чтобы это было действительно качественно и не на местном, так скажем, уровне. Вот касаемо, да, местного уровня, как-то вот хочется настоящих живых концертов с живой музыкой, Да-да-да. с хорошим качественным подбором программ и так далее. Вот что касается твоих собственных работ, естественно, мы понимаем, что следующий этап после «Голоса», после сольного концерта, это наверняка там написание собственного альбома. Да, да, я уже над этим работаю. Пока не буду называть точно имен, но буду писаться в Москве. Есть несколько предложений, на которые я пока думаю, с кем лучше записывать. О, ты даже еще выбираешь. Не, ну это как бы само собой разумеется. Не я выбираю. Я думаю, каждый артист для себя, когда выбирает, в каком жанре он развивается, ему более понятно становится, с кем он хочет записывать эти работы, с каким аранжировщиком. Потому что кто-то хорош в латине, кто-то хорош там, в современном каком-то направлении, кто-то хорош в ретро. Ну, то есть надо найти именно того человека, который сделает правильный материал. Вот. У меня было до этого немного ошибок в этом плане. Вот. Поэтому хочется попасть именно сейчас в яблочко. Первыми же работами. Лучше дольше, но лучше. Да. А стиль хотя бы, может? Нет, не буду говорить пока. Столько секретов. Ну, хотя бы по времени, может, я не знаю, год? Не, я надеюсь, что это все гораздо быстрее будет. Вот, ну, хочется быстро, но качественно. Теперь вопрос такой. Мне все-таки очень интересно, каким образом Никита Васильев, который дзюдоист в прошлом и по образованию, как ни странно, ювелир, начал петь. Вот как это случилось? И почему вот такой разброс по жизни? Вот я сам не понимаю, почему меня так швыряет постоянно в разные стороны. Когда я был еще совсем юном возрасте, так сложилось, что я жил в окружении тех людей, которые были увлечены дзюдо. Вот, поэтому как-то само собой так сложилось, что я начал заниматься. Мне это очень сильно нравилось, и были результаты хорошие. Но в определенный момент жизни, после травмы, может быть, как раз я поступил в институт на тот момент. И такие перевороты в моей жизни стали происходить. Меня почему-то кинуло в сторону творчества. Вот, я стал немного отдаляться от спорта. Поступил на ювелира, рисование. Все это, видимо, сказалось. И практически сразу, на первом курсе, во время студенческой весны, как это у многих бывает, я начал петь. Неожиданно для себя, неожиданно для всех моих друзей и близких. То есть я вообще никогда не пробовал этого. Без подготовки просто? Без подготовки, да. Просто понял, что во мне это есть. Вот. И с тех пор пошли какие-то выступления здесь по республике, выезды с ребятами на различные фестивали, всероссийские, международные были победы. Вот. И так вот ступенька за ступенькой появлялись авторские песни. И вот я здесь с вами за этим прекрасным глянцевым красным столом. Путь такой, да, от дзюдоиста до исполнителя. Но все-таки Никита Васильев певец-самоучка? Да. Я не стыжусь этого, и даже мне кажется, что в чем-то это мне помогает.
Конечно, образование, оно нужно всем. Я от этого не отрекаюсь, и наверняка я буду в Москве заниматься, найду педагога хорошего. Вот. Но я думаю, что мне помогает это, не загоняя меня в какие-то определенные рамки. Потому что многие заморачиваются по поводу того, как петь, какое звукоизвлечение, что кушать перед этим, что пить. В общем, масса всего, то, что вот со всех сторон вот так давит. Я от этого свободен, и поэтому я пою так, как мне хочется, так, как мне душа подсказывает. То есть тебя знания не отвлекают, да? Да. Что касается твоих выступлений по республике, ты говорил, что ты не давал пока сольных концертов, но ты уже участвовал во многих проектах больших, и в том числе благотворительных. Очень много выступлений в разных благотворительных концертах. Это позыв души или что? Ну, почему так вот? Время есть и пошел или как? Нет, почему время есть пошел? Я считаю, что вот подобные выступления благотворительные, каждый человек обязан как-то в этом участвовать, не обязательно артист. Все должны как-то немного помогать, если им это доступно, они могут это сделать. И так мир сейчас слишком какой-то грубый и жестокий. Поэтому, мне кажется, должен каждый в себе находить какой-то кусочек добра и все-таки помогать людям рядом. Мир, труд, жвачка. И еще вопрос касаемо, опять-таки, голоса. Мы знаем, что вот было 3 сезона «Голоса», и в каждом сезоне участвовали ребята из Осетии. 1-2 человека, но они всегда были. Значит ли это, что мы прекрасно знаем наших молодых исполнителей, их очень много, и они на самом деле талантливые, но не все рискуют и не все едут туда. Да. Значит ли это, что в Северной Осетии есть все-таки потенциал для развития именно вот молодых исполнителей? Конечно, есть. Конечно, есть. У нас очень много талантливых ребят, которые достойны попасть туда, просто по каким-то причинам, то ли это, вот, как ты сказала, такой страх перед участием. Многие себя оправдывают тем, что попробовали отправить заявку, не получилось, все, куплено. На самом деле не так. Я отправлял заявку, сам ездил туда и на 2-й сезон, и на 3-й. Вот, и поэтому я могу сказать, что там все справедливо и честно. Я многих ребят видел, в которых просто усомниться невозможно, что они туда попали без какого-то толчка. Вот. Просто надо подбирать правильный материал и не просто спеть песню так, как спел ее кто-то до тебя. Надо привнести что-то свое в это исполнение. Вот, и тогда обязательно ждет успех. Просто надо пробовать и добиваться, по ступенькам свою мечту строить. Вот. Что касается развития вот этого пласта молодежного, я считаю, что надо всячески помогать молодым талантам, потому что у нас действительно есть талантливые люди, но им не хватает какой-то, может быть, финансовой поддержки. Вот, поэтому надо создавать какие-то проекты, не знаю, в республике, какие-то концерты более качественные, как вот у нас бывают у соседей они. Вот, но работы много. Надо просто все это делать, не надо забывать. А значит ли это, что мы должны перевоспитать и зрителей тоже? Я думаю, что да. Мне кажется, просто в какой-то момент испортился вкус у очень многих людей. Я понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас очень много музыки, так скажем, кавказского шансона. Я ни в коем случае не против этого. Хотя против, я вижу. Нет, в какой-то доле, может быть, да, но я считаю, что эстрада должна быть разная. Не должно быть вот только кавказский шансон, остальные все ребята, я просто наблюдаю за людьми, которые пытаются развиваться в чем-то другом, они гаснут потихоньку. Они понимают, что кроме вот этого больше сейчас не востребовано. Никакие концерты не нужны. Они начинают потихоньку угасать, кто-то идет в одну профессию, кто-то в другую, и потихоньку вот эта вот музыка уходит на 2-й план. Мне кажется, что надо развивать именно эстраду нашу, чтобы было много жанров. Тогда и людям интереснее будет на концерты такие ходить. Вот это все надоедает. Не сегодня, так завтра это надоест. А как это делать? Не знаю. Запретить проводить такие концерты здесь? Нет, запрещать нельзя. Правильно. Надо развивать свое телевидение. Вот вы молодцы, развиваете. Это уже первый шаг. Вот. Если вы будете давать возможность молодым исполнителям показать себя,
здесь. Это ну, дополнительный бонус. И вот так ступенька за ступенькой, мне кажется, можно развить. Надо делать концерты, снимать качественные концерты, как это делают наши соседи. Вот. Тогда это все будет интереснее смотреть, и, возможно, люди будут обращать на это внимание больше. Ну, очень так красиво ты, наверное, Осетию сейчас обрисовал, но вот было неделю назад другое интервью, прям вот в противовес тебе, наверное, диджея Мега, который уже много лет в Москве живет и вырос тоже здесь, в принципе, да, и начинал карьеру здесь. Он говорит абсолютно противоположные вещи, говорит о том, что в Осетии невозможно ничего добиться, и пока здесь все будет вот так, как он оставил 10 лет назад, так ничего у нас и не будет хорошего. Вот, может... Не, я думаю, что за эти 10 лет все-таки был какой-то шаг, и все не осталось в прошлом. Потихоньку все это развивается. У Эдика Магаева свое мнение, у меня свое мнение. Я ни в коем случае его не осуждаю. Я думаю, что, живя в Москве, он немного по-другому мыслит и все это видит. Вот. Я рассуждаю пока что с точки зрения жителя Осетии. Вот. Ну и как? Вот здесь, как ты думаешь, вот будучи внутри Здесь этой есть среды... будущее. Если так говорить, что у нас нет будущего, то Его и не будет. Его и не будет, конечно. Надо пробовать и развиваться. Пока есть молодые, талантливые люди, которые во всех сферах пытаются добиться развития в нашей республике, я думаю, будет все происходить. Просто надо давать им возможность это делать. Замечательные слова. И в завершении все-таки я хочу предоставить тебе слово, обратиться к своим слушателям, к своим поклонникам. Все, что ты хочешь им сказать, в камеру, пожалуйста, туда. И можешь приглашать даже на свой сольный концерт. Ага. Друзья, спасибо вам огромное за то, что меня поддерживали. Это, правда, для меня очень много значит. Я не знаю, как словами это все передать. Писали со всей России, но Осетия — это было что-то невероятное. И мне было очень приятно. И одна из причин, по которым я решил сделать здесь концерт, это каким-то образом отблагодарить вас и сделать красивый вечер для вас. Поэтому я от всей души приглашаю вас на свой концерт 12 декабря. Приходите, будет весело. Осетия болела за тебя, кстати, очень сильно, мне кажется. Очень сильно. Я об этом и говорю, что меня просто завалили сообщениями, и звонками, и сообщениями. И я не думал, что настолько сильно будут поддерживать меня дома. Ну, приятно. Вот. Приятно, да. Конечно, приятно. Ну что ж, Никита, я тебе желаю большой удачи. И концерт, я думаю, мы все-таки все посмотрим. И все посетим. Я думаю, это будет все-таки что-то новое, что-то интересное. И может как-то повлияет все-таки на вкус общественности тоже. Я надеюсь на это очень. Удачи тебе с концертом. И спасибо тебе, что побывал все-таки сегодня у нас, нашел времечко. Спасибо большое, Яна. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня в студии Осетия ТВ был молодой исполнитель, участник телепроекта «Голос» Никита Васильев. С вами мы увидимся ровно через неделю, в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гайгиева. Всего доброго и до встречи.